Мы с Романом Васильевичем крайне недовольны действующим беспределом относительно капитальных ремонтов. Мало того, что федеральное законодательство сейчас на сегодняшний день граждан не устраивает, так еще и региональное законодательство, утверждающее программу капитального ремонта, составлено крайне некачественно. И зачастую граждане просто впустую платят за капитальный ремонт. Ну, к примеру, мы с ним выявили в процессе анализа документов и обращений граждан, что целый квартал в городе Сыктывкаре, который идет под застройку новостройками высотными по программе развития территории города Сыктывкара, дома должны быть снесены до конца 2017 года, также платят за капитальный ремонт. Мы прекрасно понимаем, что эти люди капитального ремонта никогда не увидят. Вопрос, почему эти дома были включены в региональную программу и почему люди на сегодняшний день капремонт оплачивают. Поэтому мы решили совместно объединить усилия, потому что юристы мы достаточно сильные, и по одному действовать, наверное, не совсем правильно, да? Объединив усилия, мы надеемся и рассчитываем на то, что суд нас поддержит, и постановление правительства Республики Коми, утверждающее региональную программу, просто отменит. Соответственно, те люди, которые необоснованно платят за капитальный ремонт, платить больше не будут, и денежные средства будут возвращены. Так, подпишем. Так, с моей стороны. Программа капитального ремонта, она вызывает сейчас наибольшее количество вопросов и нареканий со стороны граждан. И я бы здесь, в этой связи, отметил бы, что сама проблема, она, если на нее посмотреть со стороны, она состоит из, так скажем, трех элементов. То есть первое, что мы выявили в ходе изучения программы, это недоработка федерального законодательства. То есть есть вопросы к федеральному законодательству, причем он первый услышал, так скажем, призыв населения к тому, что этот вопрос надо пересматривать, и есть определенные уже моменты. Первая инициатива была это мораторий на 5 лет для новостроек ввести и так далее. То есть мы можем констатировать, что на федеральном уровне уже определенные движения для приведения нормативной базы, так скажем, в разумное состояние, они уже идут. Второй вопрос – это республиканское законодательство. К нему тоже очень много вопросов, и мы вот с Александрой сейчас хотим этим вплотную заняться, используя, опять-таки, механизм правовой, который есть, оспаривание нормативных актов в суде. Я хочу обратить внимание, что мы не бегаем ни за кем, мы тоже такие же собственники, как и все, и поэтому мы решили выйти, именно мы, как физические лица, решили выйти и инициировать этот иск. И это будет правильно. Я думаю, что многие собственники просто последуют нашему примеру. Иск мы выложим в социальных сетях, все смогут его изучить, кто захочет, тот просто к нам присоединится, возьмет его, распечатает, приложит необходимые документы и тоже подаст иск в Верховный суд Республики Коми. Я бы еще дополнил, я сказал, что проблема состоит из трех частей. Про федеральное законодательство сказал, республиканское тоже мы сказали, что мы будем предпринимать действия для того, чтобы моменты, которые они просто абсурдны, они были исключены. Вот. И третий момент – это, конечно, непосредственно деятельность самого фонда. То есть, исходя из моего глубокого убеждения, необходимо здесь решать вопрос по руководителю. То есть, вот 3 конкретных действия, которые нами выработаны на основании обращений граждан, изучения нормативной базы, и которые мы предлагаем к действию. Конкретные действия. То есть, не разговоры, да, то есть не действия, которые просто, можно сказать, кто-то использует в целях поднятия рейтинга, политических очков сборов. Конкретные действия, предусмотренные законом.